Мы попросили Екатерину Шульман ответить на самые популярные запросы в поиске о Екатерине Шульман. Почему Екатерина Шульман не хочет стать президентом? Вот не хочет, прям предлагают, я не хочу, не буду. Вопрос носит абстрактно-теоретический характер. Никто из нас не может хотеть того, что находится до такой степени за пределами его возможностей. Даже если предположить, что этого хотелось бы где-то там в глубине души, что я сомневаюсь, в моем случае правда, надо все-таки как-то соизмерять свои желания со своими возможностями. Давайте так я скажу. Я уже это говорила, еще раз скажу, потому что это важно. По нынешней Конституции президентом нельзя быть никакому живому человеку. Такой объем полномочий в одних руках концентрировать опасно, неэффективно и просто незачем. Поэтому, прежде чем рассуждать о том, кто у нас мог бы быть хорошим президентом, опять же, Каркарыч или Лосяш, как в другом популярном опросе, надо бы сначала подумать, в чем состоит президентская функция, в чем ее должна быть, так сказать, функциональность, и как соотнести полномочия президента с полномочиями остальных ветвей власти. Вот когда этот баланс будет менее перекошен, менее чудовищным образом, чем сейчас, вот тогда можно будет рассуждать о личностях. То, что нам действительно необходимо, это не очередные поиски хорошего человека взамен того, который больше не кажется нам особенно хорошим, а нам нужны, так сказать, структурные реформы правовые, которые позволят сделать нашу конституционную модель чуть более равновесной, хотя бы чуть-чуть более адекватной. Почему Екатерина Шульман популярна? Боже мой, какой приятный вопрос для ушей всякого спикера. Не знаю, для меня это загадка на самом деле. Во-первых, степень моей популярности не стоит преувеличивать. А во-вторых, я думаю, что если бы у нас в публичном пространстве было больше свободы, то таких, как я, было бы тоже побольше. Мы в некоторой степени являемся бенефициарами вот этой противоестественной, несвободной ситуации. На таком ровном поле каждый, кто хоть как-то вылез выше этого ровного уровня, каждый, кто умеет более или менее складно разговаривать и не похож на тех клиентов Лепрозория, которых показывают по телевизору, он уже может стать объектом, если не народной любви, то, по крайней мере, народного внимания. Но, опять же, что есть популярность, что такое слава. Весь наш кириллический сегмент не очень велик, и все мы знаем, что там, в Одноклассниках больше людей, чем в Фейсбуке, и что в Ютубе самые популярные русскоязычные блогеры — это маленькие дети, которые занимаются анпекингом, и никто из нас никогда не сравнится по количеству просмотров и подписчиков с теми людьми, которые играют в игры онлайн или рассказывают про кино, поэтому популярность наша, она такая нишевая, как выражаются рекламодатели, очень-очень нишевая. Тем не менее, не может не радовать, что такой малосенсационный контент, как политическая наука и иные социальные и гуманитарные материи находят своего слушателя. Сколько бы их ни есть, всем им я рада. Почему Екатерина Шульман быстро говорит и чего-то рисует? Что касается быстрого говорения, обычно, когда комментаторы под роликами в Ютубе на это жалуются, им отвечают даже не одним словом, а одним, так сказать, одной цифрой — 0,75. Вот ставите скорость на 0,75, и сразу вам становится все понятнее. Почему быстро? Мне как раз, хорошо, ладно, я понимаю, что иногда я говорю быстро. Иногда меня спрашивают, почему я делаю паузы в каких-то неочевидных местах. Тут мне понятнее, это для того, чтобы конспектирующие могли успеть законспектировать. Вы имеете в виду, что моя базовая функция преподавательская. Поэтому публичный спикер-то я, так сказать, во вторую очередь, а в первую очередь я преподаватель. И я во многом рассчитываю на, может быть, подсознательно, на ту аудиторию, которая потом ко мне с зачеткой придет. Поэтому многие вещи повторяются по много раз. Да? Объяснение, повторение, закрепление. 3 кита учебного процесса. Поэтому иногда, скажем, после союза «и» вдруг делается пауза. Это для того, чтобы вы успели записать. Я понимаю, что вы не записываете, но навык все равно никуда не денешь. Поэтому мой естественный хронометраж — это 2 академических часа. Если, опять же, если не ставить мне рамки, то вот это время я обычно и занимаю. Конечно, для лектора высокий темп речи — это не очень хорошо. Но внутри меня он не представляется мне таким уж быстрым. Дальше. А почему я что-то рисую?
Это обычно спрашивают зрители статуса. Там у меня лежит конспект, ну не конспект, а мои материалы, которыми я пользуюсь, потому что это же не, так сказать, не поток красноречия, который спонтанно выливается из моих уст, а это программа, под которой должна быть большая фактологическая основа, поэтому там у меня много всего, там циферки всякие, какие-то данные, там опросы, что-то еще, формулировки законов и так далее. Я отчеркиваю то, что мне, то, о чем я сейчас говорю. Иногда, когда я отвечаю на вопросы, заранее мне неизвестные, я что-то рисую, потому что это помогает сосредотачиваться. Я вам больше скажу, за долгий год карантина, который вот все продолжается, все мы научились участвовать в огромном количестве всяких зум-совещаний. Так вот, когда что-то такое длинное происходит, что надо слушать, и при этом не обязательно в этом зуме показываться, то я приучилась раскрашивать раскраски, принадлежащие моим детям. Это очень помогает, во-первых, сконцентрироваться на том, что говорится, иначе ты будешь отвлекаться, думать о своем и пропустишь, что там человек говорит. А тут ты его точно слушаешь. Кроме того, потом, когда ты видишь вот этот вот раскрашенный цветочек, из него выпрыгивает все то, что ты слышал в тот момент, когда ты его рисовал. Вот это вот, я не знаю, можно ли это назвать мнематической техникой или каким-то еще ценным лайфхаком, но тем не менее делюсь. Последняя бумажка. Да что ж, дурное место нашло. Почему Екатерина Шульман должна стать президентом? Не должна, она никому, никто не должен, еще раз повторю, не должен никто. Сначала надо будет Конституцию подправить слегка, а потом уже искать на это место подходящего человека. В нашей нынешней ситуации, на самом деле, я не знаю, кто может взять на себя, опять же, без опасных для страны последствий, вот этот вот чудовищный совершенно мешок полномочий. Я думаю, что когда люди вот это вот все говорят, применительно ко мне, они хотят сказать что-то хорошее. Это наш такой русский способ сказать комплимент, вот, типа, вот, так сказать, выразить свое позитивное отношение. В этом смысле я ценю такого рода, как это называется, заходы, но, поверьте, к реальности это не имеет почти никакого отношения. И финальный бонусный, совсем короткий вопрос, да что ж такое-то? без так. бумажки. Любимый смешарик Екатерины Шульман. Так, вот прям я амбассадор-то смешариков в Российской Федерации. Все, небось, думают, что у нас какая-нибудь коммерческая коллаборация. Ничего подобного. Сейчас же новый сезон выходит, мы с детьми его смотрим по мере того, как появляются новые серии. Они такие, вот этот новый сезон, он такой ностальгический, такой немножко осенний. В нем на первый план стали выходить в качестве положительных героев смешарики старшего поколения. Видно, что съемочная группа и сценаристы уже тоже как-то вот не молодеют. Мысленный взор их обращен скорее в прошлое. Я уже как-то говорила, что Лосяш такой душевно близкий мне, пожалуй, персонаж. Но теперь столько лет, сколько мы с ними уже прожили, они все практически как родные, как вот буквально члены семейства. Мы когда сюда летели, мы с моим соведущим, с Максимом Курниковым, у него тоже ребенок, мы обсуждали, какие бывают мультипликационные сериалы, кто чего смотрит. Он мне рекламировал Gravity Falls, значит, о Барбоскиных поговорили, а также о том, что «Белка и стрелка», озорная семейка, представляет собой какую-то нездоровую, на наш взгляд, модель семьи. Поэтому, если вы думаете, о чем вот говорят люди, понимаете ли, представители интеллектуального сообщества столицы нашей Родины, вот они примерно так, вот там 3 кота по сравнению со свинкой Пеппой. Вот каковы они? Это все важные вещи. Будут у вас дети, дорогие слушатели, вот вы еще не такими вещами будете интересоваться. И еще, может, чуть поговорить у нас сразу. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Отлично, прекрасно. Все, больше не надо, я хотела. Да, очень хорошо. Еще столько драматизма. Кирилл просто не слышал, не спойлерите ему. Ладно, прочитайте сами.